В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Для упрощения работы российских компаний правительство продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2024 года. В случае незаконных проверок контролирующими органами предприниматели вправе обратиться за помощью в прокуратуру. Сегодня мы поговорим о том, в каких случаях нарушаются права субъектов малого и среднего бизнеса. Гостья студии Айсана Капитонова, прокурор отдела по надзору за законностью правовых актов и соблюдением прав предпринимателей. Айсана Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим, какие задачи стоят перед вашими органами по защите прав предпринимателей. Основной задачей органов прокуратуры является обеспечение законности. При этом задачами прокурорского надзора при осуществлении надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности при проведении в отношении них контрольных надзорных мероприятий является повышение правовой защищенности субъектов предпринимательской деятельности, обеспечение соразмерности вмешательства контрольных органов в их деятельность, соблюдение законности при проведении проверок контрольными органами, обеспечение открытости и доступности информации об осуществлении проверок, а также соблюдение приоритета проведения профилактических мероприятий и снижение административного давления на субъекта предпринимательской деятельности. Какими полномочиями обладает прокурор в названной сфере? Органы прокуратуры в целях выполнения возложенных на них задач обладают широким кругом полномочий. Так, прокурор осуществляет постоянный анализ состояния законности на поднадзорной территории посредством мониторинга принимаемых нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровня, результатов деятельности контрольных органов, то есть изучается статистика вся контрольно-надзорной деятельности наших контрольных органов, находящихся в республике, а также осуществляется анализ сведений, содержащихся в официальных данных, на официальных сайтах и информационных системах в сети интернет. Проводятся периодические проверки деятельности контрольных органов. В случае выявления нарушений принимаются комплексные меры прокурорского реагирования в целях устранения нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности, которые допускают со стороны контрольных органов. К примеру, прокурор в случае выявления нарушений по результатам проведенной проверки может протестовывать незаконные правовые акты. К примеру, протест может быть принесен на постановление о привлечении к административной ответственности субъекта предпринимательской деятельности, которое было осуществлено с нарушением процедуры порядка привлечения к административной ответственности. Кроме того, прокурор вправе, скорее всего, даже обязан инициировать процедуру привлечения виновных лиц к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности. В сфере надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности при проведении в их отношении проверок органами прокуратуры республики в 2023 году было выявлено всего 345 нарушений, принесено было 24 протеста, внесено 17 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 72 лица, к административной ответственности привлечено 17 лиц, объявлено одно предостережение. За истекший период 2024 года в сфере осуществления государственного контроля, надзора, муниципального контроля выявлено 58 нарушений, принесено 24 протеста, внесено 6 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 3 лица, к административной ответственности привлечено 2 лица, направлен 1 материал для дачи уголовно-правовой оценки виновных лиц. К примеру, прокуратурой города Якутска в ходе проверки отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения МУМ МВД России Якутска установлено, что 3 внеплановых контрольных надзорных мероприятия по контролю за исполнением предписаний были проведены в отсутствие согласования с прокуратурой республики. В связи с этим в феврале текущего года прокуратурой города Якутска внесено представление, по результатам рассмотрения которого внеплановые контрольные надзорные мероприятия были отменены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Прокуратуре республики также в текущем году был выявлен факт проведения одного внепланового контрольно-надзорного мероприятия Государственной инспекции труда в Республике Саха-Якутия в отсутствии установленных законом оснований. По данному факту прокуратуры республики в апреле текущего года внесено представление. В связи с этим проведение внепланового контрольного надзорного мероприятия было отменено.
Поэтому у нас круг полномочий очень широкий, принимается весь комплекс мер прокурорского реагирования и проявляется принципиальность для полного устранения выявленных нарушений и контролируется до тех пор, пока мы не убедимся, что названные нарушения были полностью устранены, а виновные лица были привлечены к установленной законом ответственности. А с какими жалобами предприниматели чаще всего к вам обращаются? Чаще всего предприниматели к нам обращаются по вопросам нарушения порядка соблюдения проведения проверок в их отношении, либо нарушения порядка привлечения их к установленной законом ответственности, например, к административной. Проверки проводятся, в большинстве случаев нарушения выявляются и принимаются меры реагирования, направленные. В сложившейся такой непростой экономической ситуации, да, любая такая проверка — это давление для предпринимателей. И каким образом органы прокуратуры снижают такое давление? В настоящее время законом значительно сужен круг оснований для проведения контрольно-надзорных мероприятий, или, как мы говорим, проверок. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года номер 336 об особенностях организации и осуществления государственного контроля и надзора муниципального контроля, проверки до конца текущего года проводятся только по определенному перечню оснований. Например, внеплановые контрольно-надзорные мероприятия могут быть проведены только по согласованию с органами прокуратуры, если, например, выявлены индикаторы риска нарушения обязательных требований, причинен вред жизни или тяжкий вред здоровью, либо имеется угроза его причинения, либо возникла чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, либо имеется угроза ее возникновения, а также при наличии других существенных обстоятельств. А также имеется статистика, согласно которой 76% принимаемых решений о проведении внеплановых контрольных надзорных мероприятий со стороны органов прокуратуры не согласовывается. А если по статистике взять, допустим, за 5 лет, обращения предпринимателей увеличиваются или снижаются? Есть ли такая статистика? Такая статистика на самом деле ведется, но поскольку круг вопросов он очень широкий, в принципе, мы можем говорить, что значительного, либо требующего внимания увеличения, либо снижения обращений не имеется. Но ввиду того, что ежегодно меняется актуальность, к примеру, правоотношений в сфере защиты прав предпринимателей, могут меняться темы, либо поводы к обращению субъектов предпринимательской деятельности в органы прокуратуры, но такой статистики, тенденции к увеличению, либо к значительному снижению не имеется. А бывают ли такие случаи, когда прокуратура отказывает в согласовании проверок в отношении предпринимателей? Да, такие случаи бывают. Ежегодно органы прокуратуры обеспечивают рассмотрение проектов, планов контрольных органов, а также на постоянной основе принимают решения о согласовании либо об отказе в согласовании проведения внеплановых проверок. Так, на 2024 год органами контроля предложено проведение 1524 проверок контрольных надзорных мероприятий. Из них по результатам рассмотрения прокуратуры республики исключено 1123 проверки. То есть 73% от общего числа заявленных плановых мероприятий. Основаниями исключения мероприятий из плана являлись нарушение периодичности проведения проверок, неправильное определение категории риска объекта контроля, включение в предмет оценки нормативно-правовых актов, которые утратили свою силу, и другие похожие основания. За истекший период текущего года в прокуратуру республики на согласование поступило 697 решений контрольных органов о проведении внеплановых проверок, по результатам рассмотрения которых согласовано проведение 167 проверок, отказано в проведении 530 проверок. То есть в 70% случаев органы прокуратуры отказывают в согласовании проведения внеплановых проверок ввиду отсутствия оснований для их проведения, либо ввиду того, что контрольные органы допускают нарушения, связанные с оформлением таких решений. По итогам 2023 года в прокуратуру республики поступило 1547 решений контрольных органов о проведении внеплановых проверок.
по результатам рассмотрения которых согласовано 417 проверок, отказано в проведении 1130 проверок, что составляет 73%. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой проверки являются нарушение сроков проведения контрольно-надзорных мероприятий, включение в предмет проведения проверки положений законов, которые не могут быть отнесены к предмету проверки, инициирование проведения выездных проверок, когда оценить соответствие действий контролируемого лица возможно путем проведения документарной проверки, и отсутствие подтвержденных сведений о том, что действительно имеются основания для инициирования проведения такой проверки. Ну, из указанной статистики мы видим, что в более чем 73-76% органы прокуратуры не согласовывают проведение внеплановых проверок. Хотя как в отсутствии такого механизма, к примеру, эти проверки, возможно, могли бы быть проведены, поэтому такие случаи есть, и органы прокуратуры в данном направлении работают тесно, оперативно. А в каких случаях все же нужно провести внеплановую проверку? Неплановую проверку. Такие проверки проводятся, когда допускаются существенные нарушения, и исходя из этих нарушений мы можем прийти к выводу, что указанное нарушение либо причинило вред жизни, либо тяжкий вред здоровью человека, либо имеется угроза его причинения, ну, как один из примеров. То есть во всех остальных случаях, когда споры, например, могут быть перенесены на гражданско-правовое поле, то в данном случае контрольные органы и органы прокуратуры вмешиваться не должны. Как взаимодействуют прокуратура и предприниматели? Между прокуратурой, я бы даже сказала, между всеми органами прокуратуры республики, а также субъектами предпринимательской деятельности налажено очень тесное взаимодействие. На постоянной основе прокурор осуществляет приемы предпринимателей, проводятся дни приема предпринимателей, принимает участие в совещаниях координационных советов предпринимателей на уровне муниципальных районов и органов местного самоуправления в целом. Ежеквартально проводятся заседания межведомственных рабочих групп по вопросам защиты прав предпринимателей с участием контрольных лиц. К примеру, 20 февраля текущего года при прокуроре республики было проведено совещание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей с участием руководителей всех контрольных и правоохранительных органов, а также представителей бизнес-сообщества. В том числе на указанном совещании были обсуждены вопросы о снижении административного давления на субъекты предпринимательской деятельности, и во исполнении указанного решения прокуратурой города Якутска была проведена проверка административных материалов в отношении юридических лиц. И по результатам выявленных нарушений опротестовано 12 незаконных правовых актов. Что ж, спасибо большое, что уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. А я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.